Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутии проходят командно-штабные учения по готовности органов местного самоуправления к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2022 года. Учения пройдут в 16 районах республики. Об этом и не только. Мы поговорим с гостем студии Дмитрием Лепчиковым, председателем Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вначале о предстоящем паводке. Каков прогноз вскрытия рек? Мы уточненные прогнозы по предстоящему паводку обычно это получаем в середине апреля. Но исходя из предварительных консультаций Якутского управления гидрометслужбы сегодня дают нам основания предполагать, что вскрытие рек на территории этой республики может быть вскрытие близкие к норму и к ранним нормам тоже не исключается. Но при этом мы говорим о том, что заторообразования в любом случае будут, и такая большая вероятность заторообразования мы видим на территориях Ленского, Алекминского, Хангаласского районов и вот ниже города Якутска, рядом с Намским, в районе Намского района. И в связи с этим мы сегодня ведем активную подготовку. А могут ли возникнуть необычные ситуации во время прохождения ледохода? Конечно, каждый паводок, он отличается. И вот, например, в 2020 году вскрытие рек на территории этой республики у нас произошло на 2 недели раньше. А в 2021 году у нас вскрытие рек порядка на 10-11 дней произошли раньше. И в последние годы происходит такая динамика о том, что вскрытие и северных рек, оно практически сопровождается одновременно с прохождением ледохода в центральной Якутии. Мы здесь на реке Лена уже проходит в Намском районе, то активно и происходит, например, на реке Колыма в районе Верхнеколымского и Среднеколымского района. А какая работа будет проводиться для подготовки к паводковому сезону? Правительством республики в целях подготовки безопасного пропуска паводковых вод на реках республики все нормативные правовые акты сегодня приняты. Финансовые средства на подготовку уже доведены до основных заказчиков. В рамках подготовки безопасного пропуска паводковых вод проводится превентивная работа. В этом году на 77 затороопасных участках будут проводиться работы по зачернению и распиловке льда. Данные места еще в январе месяце уже были рассмотрены и утверждены на научно-техническом совете Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов. Также нашими спасателями уже проводятся активные тренировки. Заключены контракты с авиакомпаниями республики для проведения аварийно-спасательных или других неотложных работ. Заключены контракты на проведение взрывных работ и заключен контракт на организацию запаса взрывчатых материалов, который будет нам необходим для разрушения заторов. Этот объем в этом году определен где-то порядка 20 тонн, и он может быть увеличен
Также отдельно мы предусмотрели взрывчатые материалы, будем перевозить на реку Токолыма. Это в районе Среднеколымского района будет создан запас взрывчатых материалов. Еще раз повторюсь, по превентивным мероприятиям по зачернению и распиловке льда уже конкурсные и аукционные процедуры проведены. Где-то с 20 марта уже основными подрядными организациями на реках Алдан, Амга, Колыма, Нюя, Тока будут уже начаты эти работы и должны быть завершены уже в середине апреля, а на территории Токобайского района на реке Лена и в районе Среднеколымского района на реке Токолыма они должны завершиться у нас до 4 мая текущего года. А какая работа проводится по подготовке к пожароопасному сезону? Мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону мы проводим, исходя из ситуации, то, что произошло и происходило у нас на территории республики в 2021 году. Принят ряд нормативных актов распоряжением главы республики. Это у нас основной документ, принят комплексный план, где основным и всем заинтересованным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления поставлены четкие задачи и определены сроки. Одна из основных нормативно-правовых актов – это мы приняли ряд задач в целях защиты населенных пунктов, исходя из изменений законодательства, в этот перечень защиты или подверженных угрозе населенных пунктов у нас с прошлого года увеличен на 141 населенный пункт, и это составляет 475 населенных пунктов, где в обязательном порядке должны быть проведены все превентивные мероприятия, в том числе и обустройство противопожарных разрывов, минерализованных полос, уточнена схема оповещения, схема эвакуации, должны быть подготовлены противопожарные водоисточники, ну а также мы должны уточнить, и сегодня эта работа проводится по фактической закладке расширенной номенклатуры материальных резервов. И сегодня с 10 марта уже Главным управлением МЧС по Республике Саха-Якутия совместно с Министерством экологии, совместно с нашим комитетом в муниципальных образованиях уже идут командно-штабные учения, где и эти же вопросы, а также алгоритмов действий будут проверены к подготовке к пожароопасному сезону. Лесные пожары связаны в основном с засушливым летом и отсутствием дождей. Как будет организована работа в этом направлении, чтобы привлечь осадки в этом году? Да, главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым была поставлена перед нами четкая задача, чтобы в республике, у нас в республике был отдельный самолет, который должен быть оборудован искусственным вызыванием осадков. В государственном бюджете республики на эти цели предусмотрели 80 миллионов рублей. Сегодня мы активно работаем с полярными авиалиниями. Уже мы наладили контакт с федеральным предприятием, и воздушное судно уже определили, это будет Ан-26 полярных авиалиний. В марте-апреле должно быть установлено оборудование и подготовлена документация. Но учитывая то, что на подготовку документации может быть моменты, что к пожароопасному сезону документы еще могут быть не приняты, и у нас
Сегодня имеется договоренность, что мы заключаем отдельный контракт и будем привлекать еще дополнительное воздушное судно с федеральным предприятием, и он будет постоянно базироваться на территории республики. Решением ТКЧС республики мы приняли порядок применения данного воздушного судна, а это искусственное вызывание осадков будет применяться для понижения класса пожароопасности, для увлажнения почвы в интересах сельского хозяйства. Ну и главная эта задача, это воздушное судно будет у нас стоять с 11 мая текущего года. А какая работа проводится с муниципальными образованиями по подготовке к пожароопасному сезону? Ну, как я сказал, мы приняли ряд нормативно-правовых актов, в том числе и комплексный план, определили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе для лесных пожаров. Сегодня активно мы работаем с муниципальными образованиями и определили уже это количество, километраж протяженности этих минерализованных тополос. Практически все муниципальные образования уже заложили определенные финансовые средства, это где-то более 120 миллионов рублей, и около 1500 километров мы должны проложить вокруг населенных пунктов эти минерализованные полосы и противопожарные разрывы. Также, повторюсь, мы целевым и целенаправленным образом сегодня муниципалитеты, от муниципалитетов помогаем и активно закладывают номенклатуру, номенклатуру материального резерва, которая необходима будет в пожароопасный сезон, а это именно мотопомпы, ранцевые огнетушители, пожарные рукава, ну и средства связи. А будет ли увеличен штат пожарных подразделений? В нашей государственной противопожарной службе мы в этом году должны апробировать новую тактику несения службы. Во всех муниципальных районах мы выделяем нештатные пожарные формирования, это порядка 285 человек, которые будут помогать и реагировать в первые сутки на тушение природных пожаров. И будут помогать нашим коллегам лесопожарным формированиям, ну а также муниципальным образованиям по тушению этих природных пожаров. Дополнительно в этом году предусмотрели на эти финансовые средства и зарезервировали. Также отдельным решением главы республики было принято решение увеличить штатную численность на 41 человек. Будет создана отдельная аэромобильная группа службы спасения с соответствующим оснащением. Это и обмундирование, и техника, и шансовые инструменты, которые могут вылететь и реагировать в любой точке республики при ухудшении этой ситуации, связанной с лесными пожарами. Но главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым поставлена четкая задача тушить возникающие природные пожары в первые сутки, что и не дать дальнейшему распространению в лесном фонде. Дмитрий Николаевич, спасибо за беседу, за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню, мы поговорили о подготовке к ледоходу и пожароопасному периоду в регионе. Оставайтесь с нами.